Здравствуйте, в эфире «Актуальное интервью», в студии Евгений Боженко. В Якутске сегодня впервые проходит форум под названием «Молодой промышленник Якутии». Почему возникла необходимость проведения такого форума, что он из себя представляет, что будет на нем происходить? Об этом сегодня мы узнаем у министра промышленности и геологии Республики Максима Терещенко. Максим Викторович, здравствуйте. Добрый день. Первый вопрос. Как возникла идея проведения форума и какова его главная цель? Идея пошла от самой молодежи промышленников. Координационный совет молодых госслужащих Республики Саха-Якутия задал вопрос главе республики, то есть проявил инициативу о проведении подобного мероприятия. Глава республики Егор Афанасьевич Борисов поддержал. Министерство промышленности, естественно, эту инициативу подхватило, поскольку молодежь должна быть инициативна, и ее идеи должны применяться в промышленности. А сколько участников собралось на форуме, откуда они? Буквально сегодня у нас проходило открытие. Я отмечу, что непосредственно самих участников, которые будут участвовать в отборочных процедурах, которые будут участвовать в деловой игре, их более 80 человек. При этом на открытии присутствовало более 150 человек, это в том числе несколько десятков от Северо-Восточного федерального университета, за что большое спасибо ректору этого учебного заведения, потому что студенты уже должны на ранних стадиях подключаться к этому мероприятию. Участники, которые сегодня присутствовали на открытии, это представители различных отраслей промышленности, различных компаний. Приведу только несколько из них. Например, это компании «Саха-нефтегаз», «Сбыт», это компании «Селегдар». То есть, почему я начал с них? То есть, это генеральные спонсоры данного мероприятия. Это, естественно, компании «Алроса», «Лесресурс», это ТЗРК, компания «Алмазы Анабара», то есть ТАСС, «Юрах», «Нефтегаз Добыча», «Сахабулт». То есть Якут Лесресурс. Вы видите, разные направления, которыми занимается Министерство промышленности и геологии, представлены все. Это замечательно, так и должно быть. А что будет обсуждаться на форуме? Будут какие-то площадки? Несомненно, сегодня перед участниками форума выступили руководители министерств, ведомств, а также руководители, представители руководства компаний, работающих на территории Якутии. Они довели сегодняшнюю ситуацию по направлениям, в которых работают сами, и рассказали о том, как в их компании работают с молодежью. Во второй половине дня участникам, к чему они немножко оказались не готовы, по-моему, будут представлены тесты. Тесты по современным технологиям. Нам готовил технопарк, спасибо руководителю, то есть поэтому узнаем, насколько участники вовлечены в современные технологии, которые в том числе применяются в промышленности. Сегодня будет тест, подготовленный сотрудниками Министерства промышленности и геологии, о том, какие производства действуют на территории республики, то есть объемные различные показатели. Я пока оставлю еще в секрете, потому что мероприятие идет. Третий тест будет направлен на оперативное и, самое главное, наверное, инновационное решение текущих проблем промышленности. То есть мы подняли ряд вопросов, определили на сегодня приоритетные и хотим узнать, получить наиболее инновационные, наиболее творческие и реализуемые идеи именно от самой молодежи, которая работает в промышленности. Завтра сегодня вечером еще хотел бы отметить, состоится встреча с участниками полуфиналов и финала «Лидеры России». То есть, чтобы участники поняли, что это наша площадка, наш форум, также является для них и стартовой площадкой для участия в мероприятиях подобного уровня. И завтра будет проектная часть, подготовка, изучение, ознакомление, как работать, как создавать новые проекты, как их реализовывать, как представлять. На это у них завтра будет целый день. Посмотрим на их силы и возможности. А вот вы упомянули деловую игру, сейчас говорили о тестах. Это связаны эти вещи? Да, несомненно. То есть тесты – это в рамках деловой игры, которая является частью форума? Да. Зачем нужны тесты? То есть мы хотим, чтобы, во-первых, сами подготовить участников к мероприятию, то есть показать, что это не рамочное мероприятие, что мы хотим выявить грамотных людей, для этого нужны тесты. Мы хотим выявить инициативные, поэтому это тесты с моментами создания и возникновения новых идей. То есть мы хотим, чтобы участники приложили максимальное
количество собственных сил к созданию новых проектов, появлению новых идей. Для этого их надо подготовить. И тесты все очень интенсивные. За очень ограниченное время нужно решить очень много вопросов, придумать и создать новые идеи. А чем деловая игра в рамках форума отличается от, скажем, деловой игры министров? Ну, как раз с этого началось мое обсуждение с коллегами о формате проведения форума. Что наше мероприятие не должно дублировать мероприятие хотя бы в рамках республики, потому что тогда возникает вопрос, зачем еще подобное же мероприятие, да, подобное. Но вместе с тем, это, как я уже сказал, стартовая площадка для участия в более крупных проектах. Чем отличается, что к участникам будут предъявлены, во-первых, соответствующие требования, только молодежь, да, но при этом только работники промышленности. Идет формат, что решение только промышленных, задачи, стоящие перед промышленностью республики. Поэтому в разных командах будут представители разных отраслей. Отличие в том, что решение тестов сегодняшних – это возможность, как сегодня, я об этом еще не говорил, прямого диалога с руководителем министерством ведомств. В частности, сегодня выступал, например, министр по делам молодежи, то есть молодежной политики, да, у нас Луцкан Иван Петрович. Он, кстати, в том числе попросил решить и задачу, являющуюся третьим вопросом в игре «Министр», то есть как переформатировать эту игру, придумывая нового названия. Это помимо этого возможность диалога с представителями руководителей крупных компаний. И сегодня будет также стратегическая сессия по подготовке к решению новых проектов с руководителями департаментов и заместителями министра промышленности и геологии, то есть где участники смогут в прямом диалоге задать их интересующие и наболевшие вопросы по направлениям. В промышленности республики как много молодежи работает? Можете ответить? Но на сегодня нам такую статистику показывали, то есть я не буду пока ее подтверждать, потому что для меня эту информацию еще на сегодня собирает. Да? То, что это сегодня только по компании «Алроса» информация о том, что они занимаются порядка 5000 человек, которые входят в их совет молодежи. То есть это как один из образцов. Самое главное, что предприятие уделяет внимание молодежи, и советы молодежи, то есть которые направлены на адаптацию, на самореализацию, на становление молодежи в промышленности. Эти акценты расставляют руководители всех крупных компаний. Это очень важно. Я надеюсь, что это дойдет и в том числе и до средних, и до малых предприятий, потому что молодежь – это, несомненно, ценный, инновационный, стратегический ресурс. Нет, а молодежь активно выбирает специальности промышленные для обучения? Вижу в том числе здесь совместную работу Министерства промышленности и геологии, Министерства образования в проведении профориентационной работы уже начиная со школьной скамьи. То есть недавно у нас было выездное мероприятие с Госкомитетом занятости в Нижнем Бестяхе. Я эту позицию там уже озвучивал, что необходимо проводить профориентационную работу, создавать профориентационные классы в учебных заведениях с тем, чтобы молодежь понимала, что за промышленностью будущее. Возникновение новых производств – это не только создание новых рабочих мест, это улучшение среды вокруг нас, потому что средства, получаемые от налогов, то есть налоги, которые будут идти в бюджет республики, в бюджет муниципальных образований, они будут направляться на улучшение окружающей среды вокруг нас. То есть будут направляться и как на развитие поселков, городов, так и, соответственно, на экологию. Вы сотрудничаете с учебными заведениями в этом плане? У нас первые встречи уже происходят, то есть контакт у меня постоянно в этом направлении налажен. То есть, я думаю, связи мы будем расширять, создадим какую-то информационную площадку, то есть механизм взаимодействия, может быть, коллегию министерства, то есть где в регулярном нормальном ключе будем, уже министр образования выходил на меня в этом вопросе, то есть я поддержал его предложение, что мы должны тесно работать, кстати, не только с образовательными учреждениями, но и с научными организациями нашей республики. То есть в этом направлении нам всем необходимо двигаться. Форум будет проводиться регулярно? О регулярности форума я скажу так, мы этот вопрос зададим завтра самим участникам, как они видят. Проблем, вопросов у нас всегда будет много. То есть мы сегодня выносим практически только текущие, немного стратегических задач, которые стоят перед министерством. Их можно выносить и каждый месяц, и каждый год, несомненно, да, получать какие-то идеи со стороны. Но я думаю, что
должна быть определенная планка, то есть, ну, наверное, периодичность, может быть, раз в 2 года, например, сделаем. Но вот мне интересно услышать мнение самих участников. Еще, несомненно, я спрошу совета у тех людей, которые принимали активное участие в подготовке самого мероприятия, потому что ну, не только Министерство промышленности и геологии принимало участие, это и Координационный совет молодых госслужащих, о которых я сказал, и Департамент кадровой политики администрации главы Республики Саха-Якутия, Мартынов Андрей Андреевич. То есть все вносили свой вклад. Сегодня мероприятие проходит на площадке Высшей школы инновационного менеджмента при главе Республики Саха-Якутия. То есть все люди, которые задействованы в организации, я думаю, мы подключим их, чтобы, может быть, в том числе изменить для улучшения формат и самого форума. Потому что по его итогам будет понятно, жить этому форуму, я надеюсь, что жить, в каком формате, я надеюсь, что не менее худшим, чем сейчас, а, несомненно, в лучшем формате. То есть, и что нового в него можно привнести. Практическая цель форума какова? Можете назвать? Скажу. Первое – это идеи. Самое ценное из того, что мы сегодня извлечем, ну и тут 2 направления бы отметил, это идеи для развития нашей промышленности. Причем идеи практические, реализуемые, которые будут иметь определенные рамки, сроки в их реализации. И, наверное, в чем-то неожиданные, то есть инновационные. Потому что, да, много есть специалистов, которые пытаются решить проблемы, но молодежь со своим, скажем так, незамыленным взглядом может предложить что-то новое. Второе, не менее важное по ценности, это сами люди, то есть те участники, которые сегодня принимают участие. Мы выявим самых инициативных, мы выявим самых грамотных, мы выявим людей, которые способны из множества разноуровневых идей выделить самое главное, самое ценное. Так, ну, у нас будет несколько номинаций, вот, которые я как раз практически вам рассказываю. Да? Вот этих участников мы должны выявить. Мы планируем включить их как минимум в кадровый резерв нашего министерства. Ну, я надеюсь, что не зря, вот я сказал о Мартынове Андрея Андреевиче, то есть я думаю, администрация главы обязательно тоже обратит на них взгляд, то есть и сделает правильные выводы. А там все, что будет делаться во благо развития родной республики, найдет применение в жизни. То есть Да, то есть, ну, и дополнительно я, конечно же, рассчитываю на то, что и сами руководители компании, которые сегодня направили порой зеленую молодежь, да, то есть на участие в мероприятии, скажут, что вот они, оказываются, те ребята, которых нужно в будущем. Спасибо. Я напомню, что у нас в гостях был Максим Терещенко, министр промышленности и геологии республики.